Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Социально-экономическое развитие города в первом полугодии текущего года и задачи на второе обсудили на итоговом совещании. Встреча прошла с участием министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Александра Николаева. Подробности у Ирины Константиновой. Рабочее совещание началось с церемонии награждения. Почетной грамотой Госсовета Республики удостоился Игорь Семенов, начальник финансового отдела. Глава администрации Виталий Михайлов в своем докладе отразил социально-экономическое состояние города, достижения муниципалитета в разных сферах экономики, а также обозначил задачи на перспективу. Виталий Николаевич отметил, что по результатам полугодия достигнут рост поступления собственных доходов. В консолидированный бюджет мобилизовано собственных доходов в объеме 114,6 миллионов рублей, что на 2 с лишним миллиона больше к уровню прошлого года. Муниципалитет ведет активную работу по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Все вы знаете, что в прошлом году в марте месяце город Канаш признан территорией социально-экономического развития, опережающей социально-экономического развития. А на сегодняшний день хочу доложить, что у нас уже в активной фазе 3 резидента. Это первая компания «Навитек» с объемом инвестиций 59 миллионов рублей. Они заявляли 20 рабочих мест. На сегодня я могу констатировать факт, что уже работает 29 человек на предприятии. Активно идет строительство завода промышленных холодильников компании «Аркто». Вы все это видите. В чистом поле появился корпус площадью 13,5 тысяч квадратных метров. Еще 1,5 месяца, и уже подрядчики перейдут к внутренним работам. Развитие глубокой переработки алюминия будет представлено компанией «Канашский завод алюминиевых конструкций». Тоже 2 недели назад эта заявка получила одобрение Минэко России, и подрядчики начинают приступать к осуществлению своего проекта. Важный инвестиционный проект, который в городе осуществляется, вы все их знаете, это проекты «Канмаш-Агро», «Канмаш», АСТ «Канаш», ООО «Ремес», который построили современный асфальтобетонный завод, АУРАТ СВ, НПФ «Эмаль». Кстати, хотелось бы обратить внимание, что НПФ «Эмаль» недавно зарегистрировал торговую марку «Шихран». Спецвагон «Деталь» тоже динамично показывает свое развитие, и компания «Дивилей», немецкая компания, которая производит соусы на территории города Канаша. За первое полугодие текущего года большой объем работ выполнен в системе жилищно-коммунального хозяйства. Нами выполнены работы по замене воздушных линий на самый несущий изолированный провод по ТП-101 частный сектор, микрорайон Западный, фидер Южный, замена 250 светильников на энергосберегающие. Ну, это мы подхватили тренд позапрошлого года, когда заменили все светильники по городу, и вот недостающие светильники уже своими собственными силами меняем. Устройство освещения улицы Репина к стоящему новому садику закончили. Замена трансформатора на КТП-73, замена открытых проводов СИП южного фидера, промытая и опрессованная 190 система теплоснабжения 197 многоквартирных домов, ремонт кровли на площади 2944 квадратных метров, тепловых сетей 1645 погонных метров, водопроводных сетей 164 метра и канализационных 327. Продолжаем работу при культивации и свалке. Сегодня разработана проектно-сметная документация, проведены публичные слушания. Материал направлен для проведения государственной экологической экспертизы в Приволжский федеральный округ. Сегодня ведем переписку, есть небольшие замечания, которые мы устраняем. Небывалая сумма выделена в этом году на капремонт жилых домов. 111,8 миллионов рублей. Под капремонт попадает 40 многоквартирных домов, 37 из них это кровли, 1 идет по системе теплоснабжения и 2 ХВС и КВС. На 2019 год задача стоит все работы по капремонту завершить. В 2019 году на капитальный ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов и проездов к ним направлено более 8 миллионов рублей. В настоящее время проводится ремонт 22 дворовых территорий. По программе развития транспортной системы на капремонт и ремонт автомобильных дорог предусмотрено более 31 миллиона рублей. По улице Московской мы закончили дорогу, идет приемка работ, идут вырубки, проверяем качество выполнения работ. По улице Новой тоже закончили. По улице Репина 300 метров протяженностью дороги к новому садику тоже закончили. И улица Точкалова полкилометра мы еще в июне месяце закончили. Начинаем ремонт кольцевой развязки по улице Полевая, улица Зеленая, улица Кооперативная. Вы все видите, это лицо города. Вот этот ремонт благодаря экономии, которую мы приобрели в процедуре конкурсных процедур.
благодаря участию в том числе и горожан в проекте формирования комфортной городской среды. Отремонтировали дворы по улице Ильича, домов 6 и 9. Общая сумма проекта составила 4 миллиона 700 тысяч рублей. Доля вложений собственников жилья составила более 140 тысяч рублей. В рамках этой же программы 16 миллионов рублей было направлено на развитие городского парка, отметил Виталий Михайлов. В текущем году 5 проектов инициативного бюджетирования получили свое развитие. По итогам работы за 2018 год городу Канашу вручен грант главы Чувашии в размере 12,5 миллионов рублей, который будет направлен на обновление дорожного полотна и тротуаров. В микрорайоне Восточный заканчивается строительство детского сада. В текущем году муниципалитет взял на себя обязательства по созданию дополнительных ясельных групп в детских садах на 145 мест. Подробно глава остановился и на вопросах «Безопасный город», спортивных достижениях. 45 молодых семей в текущем году уже получили сертификаты на жилье на сумму 32 миллиона рублей. В планах еще 4 семьи, а также 4 квартиры городом приобретены для детей-сирот. В планах еще 10. Стоит отметить, что встреча прошла в том числе и в формате диалога. Участники получили ответы на задаваемые вопросы, обсудили сегодня и проблемные моменты. Министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Николаев отметил, что наибольшее количество обращений горожан в администрации главы Чувашии и президента связано с системой жилищно-коммунального хозяйства. При этом отметил, что ежегодно количество обращений снижается. Ирина Константинова, Антоний Николаев, Павел Павлов. Вести недели. В первые выходные августа Канаш отмечает День города и железнодорожника. Тысячи человек посетили обновленный парк, радовались прекрасной погоде. Прогуливаясь по аллее, гости ознакомились с работой предприятий и учебных заведений. В городе царила праздничная атмосфера. Славный город Канаш ведет свою историю с 1925 года. 94 года назад население составляло 2323 человека. Город рос, развивался. Открывались и крепли организации и предприятия. Вагоноремонтный завод был градообразующим. Основная часть населения трудилась на заводе и железной дороге. Прошло много лет, но люди продолжают работать в обновленном уже заводе «Промтрактор-вагон». Железная дорога является местом деятельности семейных династий. Я хочу слова признательности выразить все-таки ветеранам, тем, которые стояли у истоков города Канаша. Это железнодорожники, это путейцы, это предприятия, которые с нуля открылись в городе Канаш. В старину был промтрактор-вагон, назывался вагоноремонтный завод. Сегодня это градообразующее предприятие, которое выпускает вагоны. В июне месяце уже 390 вышли на план 390 вагонов, и руководство завода обещает выйти на планку 500 вагонов. А это говорит о том, что будут дополнительные поступления в бюджет, будут дополнительные рабочие места. А сегодня я открою секрет, что все-таки даже уже рабочей силы не хватает в городе Канаше. Это говорит о том, что город развивается. Сегодня моногород Канаш является территорией опережающего развития. Городом с хорошими условиями для инвестиций. В городе Канаше мы реализуем инвестиционный проект «Химическая продукция для предприятий топливно-энергетического комплекса ТЭК» по всей России. Являемся резидентами ТАСЭРа, территории опережающего экономического развития. И наша компания сейчас производит химические реагенты для нефтяных компаний. Очень долго выбирали площадку для реализации проекта, и выбор остановился на вашем городе, так как город молодой, развивающийся. Был приоритет то, что здесь железнодорожные пути и практически центр России. Это как будущий уголок Швейцарии. Понравился парк, понравилось здание главы администрации, сам глава Виталий Николаевич. И вот захотели нашими силами, нашими специалистами это производство здесь развернуть, стать одним из бюджетообразующих предприятий города. И полюбился ваш город. На сегодня, пока у нас коллектив небольшой, 19 человек, я думаю, до 30 человек это рабочее место однозначно будет.
За последние годы Канаш получил сильнейшее развитие. Год назад город приобрел второе дыхание, получив статус территории опережающего социально-экономического развития. Сегодня уже у нас 4 новых резидента. Один завод, вы сами видите, завод промышленных холодильников уже в активной стадии строительства и к концу года выпустит первую продукцию. Поэтому я еще раз призываю вас оставаться в родном городе. Мы для вас будем создавать рабочие места. Благодаря поддержке главы Чувашской республики и Кабинета министров в город идут большие вливания. Вы сами это видите. Сегодня мы отремонтировали дорогу микрорайон Элеватор стоимостью 34 миллионов рублей. Разыграли сейчас конкурс улица Фрунзе, которая набила оскомину, будет ремонтироваться. Срок сдачи октябрь следующего года 82 миллионов рублей. Если кто-то скажет, что это слишком дорого, я сразу скажу, что дороги будут строиться, ремонтироваться по всем СНИПам и технологиям, замены всех сетей, ливневой канализации и дорожное покрытие соответствующим требованиям ГОСТ. Поэтому у города есть большое будущее. Вы все видите, что не менее 20-25 дворовых территорий мы в городе ремонтируем каждый год, и эту планку никогда не будем снижать. Дополнительно в этом году еще и 4 улицы отремонтируем. Улица Московская, улица Новая, Репина, улица Чкалова. И это не все. Почему? Потому что буквально на днях уже пошли конкурсы по гранту, предоставленному главой Чувашской республики. Это 12,5 миллионов рублей, который в основном пойдет на ремонт проезжих частей в микрорайонах, ремонт тротуаров и ремонт небольших улиц, которые идут у нас к нашим учебным заведениям. Все это благодаря поддержке главы Чувашской республики. Предприятия и организации города встречали гостей при входе в парк. Канашцы знакомились с деятельностью новых производств, узнавали новости учебных заведений. Мы ведем подготовку по таким профессиям, как сварщик, повар, мастер отделочно-строительных и декоративных работ, мастер общестроительных работ. Для абитуриентов мы предоставляем общежитие, огромное количество кружков и секций, так что мы ждем вас в нашем техникуме и готовы создавать все условия для дальнейшего развития как техникума, города и республики в целом. Дружелюбная атмосфера, объятия и общее фотографирование. День города люди ждут как собственный день рождения. Я поздравляю вас с этим замечательным праздником, с днем нашего любимого города и с днем железнодорожника. Действительно, наш город является железнодорожным городом. Много связывает наших жителей железной дорогой. Именуя 94 года, очень многое было сделано из года в год. И сегодня я хочу выразить огромные слова благодарности всем ветеранам, всем жителям города, которые непосредственно вкладывают в наш город, кому не безразлична жизнь города. И впереди у нас, как и у депутатов города Канаш, и у администрации города Канаш стоят очень много задач, которые невыполнимы, естественно, без вас, без жителей города. Я думаю, совместно мы сделаем наш город еще краше, еще лучше и комфортнее для проживания. Уважаемые жители, от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю вам здоровья, благополучия, счастья и всего самого наилучшего. С праздником, друзья! Руководители города поздравляли друг друга, желали успехов и процветания горожанам. Сегодня я хочу поздравить наших горожан, гостей с замечательным праздником, с Днем города и Днем железнодорожников. Счастья, удачи, любви и успехов. Хочу поздравить вас и ваше руководство, и руководство города и республики с Днем города Канаша. Пожелать успехов, процветания. Очень понравился парк. Там много новинок. Великолепная трасса, вот действительно как маленький уголок Швейцарии. И, конечно, свой профессиональный праздник отмечают железнодорожники. Ведь Канаш знают от Калининграда до Владивостока. Канаш соединяет людей, соединяет города. Поздравляю всех своих коллег с этим праздником. От имени руководства дороги, руководства Казанского региона и от себя лично. Пожелаю вам всем всего того, что вы сами хотите. С праздником! Хочу пожелать каждому из вас рельсы удачи, частые шпалы успехов и поезд, пронесясь через станции наших успехов,
чтобы нам подарил много надежды, грезы, удачи и самые добрые улыбки. Удачи вам, благополучия вам, оптимизма и успехов везде и во всем. Уважаемые жители города Канаш, дорогие мои коллеги, товарищи, железнодорожники, ура! Развитие города налицо. К празднику велась основательная подготовка. В парке проложили новые дорожки, тротуары, добавили тренажеры, спортивные установки, обновили входную группу. Горожан радует теперь красивое название «Центральный парк». Новые скамейки, урна. Гости шли к летней эстраде и наслаждались новыми видами. Хочу поблагодарить собрание депутатов во главе с главой и председателем собрания. Конечно же, хочу поблагодарить Виталия Николаевича, главу администрации города Канаш, за то, что кропотливым трудом, планомерными, уверенными, просчитанными решениями движется уверенно вперед. Конечно же, дружной командой можно достичь больших результатов. И видно, что и территория социально-экономического развития будет развиваться. Будут поступления в бюджет города, и они будут направляться на культурное, социальное развитие в городе. Мы видим много площадок и образовательных учреждений, которые в этом году получают ремонт. И в будущем мы тоже планируем вкладываться в эти сферы. На День города прибыл министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики Александр Николаев. От себя лично и от главы республики я хотел бы зачитать приветственный адрес, подписанный Михаилом Васильевичем. Примите искренние поздравления с Днем города. Канаш – динамично развивающийся современный город. Из года в год он становится все более комфортным и благоустроенным для жизни. Сегодня в городе модернизируется социальная инфраструктура, капитально ремонтируются школы, благоустраиваются общественные пространства и дворовые территории. Ведется масштабная работа по ремонту и реконструкции автомобильных дорог. Огромные перспективы для экономики города открываются благодаря статусу территории, опережающей социально-экономического развития. Залогом успешного движения вперед является мощный промышленный потенциал, инвестиционная привлекательность города, уверенное развитие малого и среднего бизнеса. Но главный локомотив дальнейших позитивных преобразований – это вы, гостеприимные, талантливые и энергичные люди. Канашцев всегда отличало трудолюбие, неравнодушие к проблемам города и стремление созидать на его благо. Уверен, что общими усилиями мы сможем обеспечить городу достойное будущее. Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев. От всей души желаю жителям города Канаш крепкого здоровья, трудовых успехов, благополучия, процветания и уверенности в завтрашнем дне. С праздником! Гостей на празднике было много. Представители землячества Канаш-7, владыка Стефан, глава администрации города Шумерли Алексей Григорьев и Канашского района Владимир Степанов. Мы видим, как динамично развивается наш любимый город. Ваши успехи – эти наши успехи. Желаю дальнейшего процветания, идти только вперед теми темпами, которые вы задали. Счастья, удачи и планомерного развития. С праздником! Виталий Михайлов вручил почетные грамоты администрации лучшим из лучших. Министр поздравил семьи с праздником и выдал сертификаты на получение материнского семейного капитала. Награды различной степени получили труженики города и представители молодежи. Дорогие горожане, с праздником! Удачи вам во всем, счастья, благополучия, любите свой город, цените его. Ну и самое главное, относитесь с уважением друг к другу. Весь вечер горожан развлекали наши коллеги «Радио Дача». От генерального партнера праздника магазина «Светофор» были разыграны ценные призы и подарки. На сцене весь день играла музыка. Артисты чувашской эстрады развлекали канашцев зажигательными песнями. Вместе с Людмилой Семеновой пел и танцевал весь город. Ансамбль «Россияночка», «Артикль», кавер-группа «Глянец». Настроение жителей города было на высоте. В 22 часа прогремел праздничный фейерверк. Вечер завершился дискотекой. Олеся Григорьева, Павел Павлов, Антоний Николаев, Центральный парк.
Минувшие выходные запомнились канашцам не только широкими гуляниями в честь Дня города, но и акцией, которую провела автозаправочная станция ТАТ-Эко. Уже 3-й год подряд счастливые участники получают подарки, а главным призом является автомобиль. Кто же стал обладателем новенькой «Лады Гранты», расскажет Ирина Константинова. За 3 года ставшая традиционным акция ТАТ-Эко в Канаше получила широкую известность. Сегодня площадка перед автозаправкой заполнена многочисленными участниками, так что и яблоку негде упасть. По доброй традиции сначала своих призов дождались маленькие участники праздничной программы, сладкие подарки, настольные развлечения и разнообразный инвентарь для подвижных игр достался малышам. Не менее интересной была и концертная программа. Зажигательные ведущие звезды эстрады постарались сделать этот праздник незабываемым. Гостей тепло поприветствовал и поздравил с Днем города и с Днем железнодорожника руководитель АЗС ТАТ-Эко Андрей Варламов. Я думаю, вы будете много-много лет с вами. Весь наш коллектив по-прежнему будет стараться работать. Мы будем поощрять, будем стараться делать такие маленькие праздники. Вот, маленький праздник с большим количеством людей. Это для нас очень и очень важно. Еще от себя хочу лично пожелать каждому из вас здоровья, здоровья вашим семьям. Хочу, чтобы ваш город процветал. Хочу, чтобы вы богатели, покупали большие машины с большими моторами, с большими баками и к нам приезжали. Спасибо вам большое. Кульминация торжества – бесспорно определение победителя акции. На сцену под бурные аплодисменты выносится купон, и вот уже первый победитель – Денис Васильев. Он стал обладателем бензопилы. Спасибо за качественный настоящий бензин. Всех поздравляю с праздником. Гарантия 3 года. Аплодисменты, друзья, давайте поаплодируем Денису. Счастливым обладателем микроволновой печи стал Денис Михайлов. Но молодой человек признается, что еще не теряет надежды стать обладателем главного приза – автомобиля. Радоваться, говорит, рано, это только начало. Микроволновку выиграл, вообще, говорит, нормально, радоваться рано. Я говорю, ты хочешь увезти ее в багажнике этого автомобиля, что ли? Можно? Житель города Канаша Владимир Алексеев признается, что на протяжении 3 лет заправляет свой транспорт на ТАТ-Эко. И, видимо, не зря сегодня он стал обладателем телевизора. Мне лет штук, наверное, 25. Я сегодня выиграл от телевизора, я очень рад. Бытовая техника в хозяйстве точно не бывает лишней. Владимир Васильев забрал сегодня стиральную машину, а Алексей Скворцов стал обладателем морозильной камеры. Сегодня я стал обладателем холодильника, очень этому рад и буду участвовать дальше в розыгрыше. Всего я собрал 18 билетов, вот 1 билет сыграл. Я думаю, жене понравится этот подарок, обрадуется, и дочка тоже обрадуется. Площадка перед автозаправочной станцией сегодня с трудом вместила всех желающих. И тут уж точно можно отметить, что госпожа Фортуна сегодня улыбнулась широко. Еще один участник праздничной акции ТАТ-Эко Юрий Николаев собрал более 300 купонов, и один из них принес ему право быть обладателем 2-колесного транспорта. Велосипед еще не автомобиль, но радости у мужчины было не меньше. Заправляю здесь, можно сказать, через день. Тут очень качественная солярка и очень качественный бензин. А также маленький мини-буфет есть, чай, кофе бесплатно. И продавцы, заправщицы очень хорошие девчонки. Второй велосипед по праву достался участнику, у которого оказалось самое большое количество купонов. Его определили по весу. Какие ощущения? Вроде бы здесь тяжелее, и тут вроде бы тяжелее, кажется, да? Каждый день заправляйся на этой заправке. 3 года собирал, не выкидывал. Вот в конце выиграли велосипед. Как говорится, собирали, считать, почти 1000 штук. Надеялись. И надеялись, конечно, уехать на машине, но коли и прошлый, и позапрошлый мы не выиграли ничего, а в этом году посчастливился хоть велосипед, и то мы очень рады. Тоже на колесах. Спасибо огромное. Более 1000 участников и только один обладатель главного приза – автомобиля – «Лада Гранта». Ею стала Эльвира Николаева. Именно она сегодня с праздника уедет на новеньком автомобиле. 3-й год уже хотим, но на 3-й год нам все-таки удача улыбнулась, и нам повезло. Мы с села Янтикова.
Заправляемся очень часто, но в основном муж заправляется. Просто билеты были разделены на мужа, на дочку и на меня, так как знали, что мы здесь будем находиться только втроем. А в семье у нас еще сын есть. Участники акции сегодня определили особую закономерность, что если бытовая техника досталась мужскому населению, то на автомобиле уехала женщина. Эмоции переполняют, конечно же, но все здорово. Здорово, что есть такие конкурсы. Это мотивирует на жизнь. Хочется участвовать теперь в этих конкурсах. Мы и дальше будем здесь справляться на этой заправке. Не знаю, слов нет. Ура, ура, ура! Мы очень рады. Поздравляем, естественно, всех горожан, всех людей, кто здесь не побоялся дождя, потерял свое воскресенье, пришел к нам. Мы искренне благодарим, желаем всем выигрывать так же, как эта женщина, да, также приезжать, верить в нас. Огромное всем спасибо. Уважаемые жители Канаша и Канашского района, каждый год у нас проходит акция. Приезжайте, заправляйтесь, получайте призы, массу удовольствий, позитива. Добро пожаловать, мы всегда рады. Организаторы праздника отмечают, что на этом подарки еще не закончились. Ровно через год новенький автомобиль красного цвета также найдет своего хозяина. Ирина Константинова, Илья Сергеев, Павел Павлов. Вести недели. Приходите к нам на АЗС Татета и получайте призы. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.